В эфире БСТ, передача интервью, в студии Тимур Давлетов. И сегодня у нас в гостях Динар Ранисович Шакиров, это заместитель начальника отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Республики Башкортостан. Динар Ранисович, я вас приветствую. Добрый день. Ну и в преддверии как раз-таки Дня защиты детей хотелось бы поговорить, собственно, и о детях, да, и узнать, может быть, про статистику, как у нас в республике сейчас обстоит ситуация с преступлениями против несовершеннолетних. Спасибо за предоставленную возможность выступить. В первую очередь хотел бы отметить, что если мы говорим о статистике, то в целом негативных тенденций в текущем году в регионе по преступлениям данной категории не произошло. Число преступлений, таких преступлений, осталось на уровне прошлого года. Но здесь важно понимать, что любое преступление, такое преступление, это чрезвычайное происшествие для всей правоохранительной системы, как для всей правоохранительной системы, так и для общества в целом. Поэтому каждое такое сообщение о преступлении мы держим на личном контроле, выясняем причины, условия, способствующие совершению преступлений, ну и проводим тщательные проверки. Но в первую очередь важна первичная профилактика. Поэтому усилия прокуроров и прокурорский спрос нацелен на органы системы профилактики, которые и должны заниматься выявлением на ранней стадии несовершеннолетних, оказавшихся в социально опасном положении. Ну, а совершенствование механизмов борьбы мы уже координируем в рамках межведомственного взаимодействия с другими органами системы профилактики, органами власти, ну и уполномоченным по правам ребенка республики. Динар Ранисович, как журналист не могу не заметить, да, стоит какой-то новости только появиться в социальных сетях, в крупных, особенно пабликах, да, наших башкирских, о том или ином правонарушении, которое совершено было несовершеннолетним ребенком или в отношении, не дай бог, несовершеннолетнего ребенка. Моментальная реакция просто со стороны органов прокуратуры идет. Как это реагирует и было ли это так раньше или сейчас как-то на уровень выше все-таки? Нет, разумеется, с учетом прихода новых технологий, социальных сетей, все же сейчас на общем обозрении все публикуется. Разумеется, все сообщения о происшествиях, которые регистрируются у нас на территории республики, это все перерабатываются, все проходят через дежурного прокурора, в последующем докладываются руководству прокуратуры республики, и, соответственно, каждое происшествие ставится на контроль. И дальше мы уже отрабатываем каждую такую ситуацию. Ну, то есть, получается, смотрите, если раньше о каком-нибудь преступлении, которое было совершено, необходимо было пойти, допустим, в органы прокуратуры и писать там заявление, обращение, да, то сейчас, по сути, вы можете, только просмотрев ту видеозапись там в каком-то канале, уже самостоятельно принять решение о возбуждении проверки по данному факту. Да, разумеется, но не только какие-то публикации в социальных сетях, либо видеозаписи. Правильно вы сказали, что гражданам, если раньше необходимо было прийти лично в органы прокуратуры, написать заявление, то или иное обращение, то сейчас все гораздо проще. Граждане могут обратиться как по горячей линии самому дежурному прокурору сообщить, так и могут подать обращение через сайт прокуратуры республики и вообще органов прокуратуры. Ну, впрочем, с этой работой, я так понимаю, ваши сотрудники справляются периодически и в ТГ-каналах, и в МАКСе, то есть публикуется, куда, как, кому обращаться. Да, все верно. А что касается преступлений, видов нарушений, хотелось бы узнать, какие виды и какие чаще всего на территории республики фиксируются? Вообще, так скажу, любая сфера, где затрагиваются права и законные интересы несовершеннолетних, она важна и очень актуальна, потому что касается прав наиболее уязвимых граждан нашей страны. Прокуроры тоже здесь вносят свой ощутимый вклад. Только в этом году мы пресекли свыше 10 тысяч нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних. Если уже останавливаться на конкретных направлениях надзорной деятельности, то здесь, разумеется, приоритет
в первую очередь направлен на лекарственное обеспечение детей, на их образование, ну и, разумеется, на физическую безопасность. Ну а в преддверии предстоящих летних каникул физическая безопасность становится наиболее актуальной. Важно обеспечить их, извиняюсь за тавтологию, безопасность в летний период как на водоемах, на аттракционах, на детских, спортивных площадках, ну и, разумеется, на дорогах. Поскольку именно на данных участках высок риск травмирования детей. Ну, как раз-таки, учитывая, как вы и сказали, в летний период число таких нарушений, преступлений становится намного больше, наверное, да, нежели в учебный год. В данный период здесь важно понимать, что дети в летний период, как правило, остаются наедине с собой. Родители зачастую заняты своей работой, а дети предоставлены сами себе и могут быть подвержены негативному влиянию третьих лиц. Защита детей в интернете – одна из ключевых тем, на мой взгляд. Как прокуратура реагирует ли, ну, и если реагирует, с другими ведомствами, как это происходит для того, чтобы защитить подростков от негодяев, которые вот орудуют в социальных сетях? Ну, относительно сомнительности таких развлечений в сети интернет, я с вами полностью соглашусь. В данном направлении прокуратура совместно с другими ведомствами ведет борьбу с деструктивным контентом в сети интернет и в последующем блокирует его через органы Роскомнадзора, ответственные в данной сфере, так скажем. Вот. В прошлом и текущем годах по материалам прокурорских проверок уже заблокированы 219 вредоносных ресурсов органами Роскомнадзора. Но здесь в первую очередь, что хотел бы отметить, именно несовершеннолетние представляют большой интерес для организаторов и кураторов так называемых криминальных схем. Это и схема мошенничества, это и схема наркобизнеса и многие другие сферы. Поэтому в первую очередь усилия как прокуроров, так и всей правоохранительной системы нацелены на выявление и последующее уголовное преследование таких лиц. Ну, определенные положительные результаты, конечно, уже есть. В текущем году число так называемых киберпреступлений, совершенных подростками, уже снизилось на 17%. Хотелось бы узнать, что касается школ, что касается дошкольных учреждений, тут как обстоят дела? Ну, как я уже отметил, вопрос безопасности детей всегда у нас остается на первом месте, если говорить о школах, детских садах, тех же самых спортивных, игровых площадках, аттракционах, то, разумеется, все они должны соответствовать предъявляемым требованиям. К сожалению, зачастую это бывает не так, но на данном участке работы у нас налажено тесное взаимодействие с органами власти и контролирующими ведомствами, что позволяет оперативно выявлять и пресекать нарушения и, соответственно, не допустить возможные случаи травмирования детей и трагические последствия. Если говорить о школах и детских садах, то уже в этом году прокуроры пресекли свыше 900 нарушений требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. И около 400 нарушений, связанных с неисправностью либо изношенностью конструктивных элементов, по мерам прокурорского реагирования устранены на детских площадках и аттракционах. Что касается вопроса с лекарственным обеспечением, тоже немаловажный вопрос, с которым периодически, я так понимаю, обращаются, да, родители несовершеннолетних. Как оцениваете работу здесь? Ну, знаете, эффективность работы в данном направлении зависит от множества факторов. Это, разумеется, и своевременность проведения регионом закупок лекарственных препаратов, медицинских изделий, технических средств реабилитации. Это, разумеется, и их логистика. Это и своевременное доведение их до конечного получателя. Ну и в конце это своевременность формирования соответствующих заявок медицинскими организациями. Данное направление в зоне нашего пристального внимания, руку держим на пульсе, совместно работаем и с правительством региона, и с уполномоченными службами и ведомствами. В правительстве региона, кстати, создана и действует межведомственная рабочая группа по вопросам охраны здоровья граждан, на заседаниях которой, в том числе с участием прокуратуры республики, вырабатываются конкретные мероприятия по решению наиболее острых проблемных вопросов, волнующих наших граждан.
Положительные результаты также есть. Такие мероприятия, а также личные приемы граждан позволили в прошлом году восстановить права более 1500 детей-инвалидов, а уже в текущем году республиканское бюджетное финансирование на эти цели было увеличено более чем на 2 миллиарда, а всего до 8,5 миллиардов рублей. Работа идет, толк есть. Так точно. Вот что касаемо предстоящего детского летнего периода, да, сейчас дети отправятся в детские лагеря, чтобы, не дай бог, не допустить там травмирования, совершения каких-то преступлений, да, профилактика органами прокуратуры проводится? Разумеется. Или уже была проведена, наоборот? Проверку организации готовности к летнему периоду, в том числе детских лагерей, она началась далеко не сейчас. Мы уже, прокуроры с апреля месяца текущего года регулярно выезжают в детские лагеря совместно с контролирующими органами, проверяют готовность детских лагерей, соответствие их требованиям санитарных норм и правил, требований, как я уже отмечал, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. А вот с учетом цифровизации школ, да, но все-таки век у нас цифровых технологий, тем более искусственный интеллект идет с нами в ногу со временем, да, как отрабатывает прокуратура вот безопасность персональных или утечки, да, персональных данных, ну, в связи с тем, что вот эти электронные школьные дневники пошли и так далее? Знаете, если говорить о школах, то доступ к таким электронным сервисам, журналам, дневникам, как правило, в образовательных организациях предоставляется тем сотрудникам, которым это необходимо в рамках выполнения своих должностных обязанностей. Разумеется, за нарушение установленных требований и ограничений они как минимум понесут дисциплинарную и административную ответственность, предусмотренную статьей 13.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Спасибо большое, что нашли время, пришли к нам в студию. Я же напомню, что у нас в эфире был Динар Шакиров, это заместитель начальника отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Республики Башкортостан. Я же с вами прощаюсь, ну а вы не переключайтесь и оставайтесь на телеканале БСТ.